Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас сегодня на ежегодной акции, которую проводит Национальная библиотека. Называется эта акция «День Арктики». Обычно День Арктики у нас совпадает с последним днем зимы, да, с концом февраля. Вот, сегодня у нас очень насыщенная программа. Начнем с сегодняшнего мероприятия, вот эту площадку, с презентации Атласа Арктики, Национального атласа Арктики. Я предоставляю слово нашим коллегам. Спасибо большое. Добрый день всем. Меня зовут Ирина Альбертовна, и я специалист Национальной библиотеки Республики Коми. И что такое библиотека? Это в первую очередь, конечно же, книги. И мы сегодня с удовольствием, с большой радостью представить вам хотим новое приобретение, полезное для наших читателей. Это Национальный атлас Арктики. Об этом издании заговорились в 2017 году. Именно тогда, по поручению президента России, был издан этот научный труд. Более 200 ученых стали создателями Национального атласа Арктики. Рукописное издание тиражом всего 1000 экземпляров представили общественности. Книга содержит не только карты полярных территорий России, но и включает в себя статьи о географических, экологических, экономических и социальных особенностях арктических территорий. По мнению авторов, информация, изложенная в уникальном издании, будет настоящим откровением для его читателей. Надо сказать, что «Атлас Арктики» — это прекрасное полиграфическое издание. Это вообще 500 страниц формата А3, он перед вами на столике. Вообще картографирование — это такой скрупулезный труд, который при составлении карт Арктики к тому же был очень-очень рискованным. Начиная с середины 15 века путешественники открывали новые территории Арктики, наносили их на карты. В 20 столетии с развитием авиации появилась уже аэрофотосъемка, а в распоряжении современных картографов возможности космической съемки. На картах ледяного континента не осталось белых пятен. Помимо карт в издании справочные сведения, тематические статьи, огромный объем фотографий, схем и космических снимков. Но надо сказать, что и самих карт в атласе более 340. Для удобства читателей существуют терминологические и географические словари. Конечно, это научное издание. И иногда на такие вещи хочется повесить табличку только для пытливых умов. Но на самом деле, если начинаешь пролистать это издание, понимаешь, сколько интересных, полезных фактов можно из него почерпнуть, причем даже человеку, далекому от науки. Вот так получилось, что сама я никогда не увлекалась Арктикой, никогда не изучала эту тему. Вот если бы меня остановили на улице и спросили, что вы знаете об Арктике, я, наверное, вспомнила бы о северном сиянии, об оленях, Не о двух осталось белых. капитанах Каверина и о медвежонке Умке. Я, конечно, немножко утрирую, но тем не менее, когда я сама смотрела этот атлас, изучала, я чувствовала себя первооткрывателем. В книге 22 тематических раздела. Они все посвящены именно российской зоне Арктики, но самый первый вводный раздел дает представление о мировой Арктике в целом. И, кроме того, характеристику каждому субъекту, который входит в эту зону. Кстати, далее по всему изданию именно такая подача материала. Сначала общая публикация по теме, затем предоставление сведений по субъектам или зонам региона. Такой факт. Впервые статус земель, расположенных в Российской Арктике, был определен в ноте МИД Российской империи аж в 1916 году. Советский Союз позднее закрепил это в 1926. И сейчас российский сектор – это крупнейший в Арктике, это 9 миллионов квадратных километров. В его составе 4 субъекта Российской Федерации полностью. Это Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа. Отдельные территории Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Ну и понятно, от нас, от Республики Коми, это Воркута. Крупных городов 6. Архангельск, Мурманск, Норильск и другие. В этом же разделе очень интересно раскрывается история освоения и развития Арктики. Археологи считают, что самые первые люди появились за полярным кругом около 30-40 тысяч лет назад. Славяне же пришли на побережье где-то в X-XI веках. По крайней мере, первое упоминание о путешествии за полярный круг посадника Улеба из Великого Новгорода в летописи 1032 года. Постепенно новгородцы, переселяясь на север, основали Поморье. По последним данным, почти 90% современного населения Арктики проживает в городах.
А какой первый город был в Арктике? Это был город Пустозерск. Он был основан в конце 15 века в низовьях Печоры и просуществовал почти до 1960-х годов и находился примерно в 20 километрах от Нарьян-Мара. И, к слову сказать, в 17 веке в Пустозерске была построена самая страшная и самая дальняя на севере государства тюрьма. Там 15 лет провел в заключении протопоп Аввакум, идеолог старообрядчества и известный писатель. Да? Сидели здесь и опальные бояре, князья, ну и, конечно, там и воры, и бунтовщики и так далее. Но помимо тюрьмы из Пустозерска же уходили еще и северные экспедиции. Кстати говоря, в атласе можно проследить все значимые арктические экспедиции и географические открытия. Полный обзор истории заселения и освоения полярных областей вплоть до 2015 года. Несколько разделов дают подробную географическую и климатическую характеристику Арктики. В Арктике добывается 10-я часть общемировых запасов нефти и 4-я часть природного газа. В российском же секторе сосредоточено 80% всей арктической нефти и почти весь газ. Здесь находятся месторождения угля, драгоценных редкоземельных и цветных металлов, алмазов и так далее. Раздел «Ресурсы недр» дает подробное представление о минерально-сырьевых ресурсах, в том числе на континентальном шельфе. О Северном Ледовитом океане, его морях, побережьях, о многочисленных островах, льдах и снежном покрове, а также о водах и почвах суши в 5 разделах следующих. Такой факт. Северный Ледовитый океан менее соленый, чем любой другой, благодаря льдам, осадкам и истокам рек. Толщина однолетних льдов в нем достигает 1,5 метров, а многолетних до 3-4 метров. Для сравнения, наши северные реки промерзают от 40 до 80 сантиметров. Живой природе Арктики, экологическим проблемам посвящены следующие разделы. Надо сказать, что из-за протяженности Арктики климат ее очень сильно отличается в разных зонах и, соответственно, живая природа очень разнообразна. Но даже в полярных районах существует жизнь, даже во льдах. Там обитают разные виды водорослей и лишайников. Вот, кстати сказать, сибирский углозуб. Посмотрите на экран. У этой хвостатой амфибии феноменальная способность переносить низкие температуры. Она активна при 0 градусах и выживает до минус 40. Землеройка буразубка. Не просто самое маленькое животное Арктики, но, кроме того, самое прожорливое. Эта кроха достигает всего от 3 до 16 граммов, но съедает в 4 раза больше собственного веса и больше 3 часов прожить без еды не может. Ну, белый медведь. Это визитная карточка Арктики. Все знаем, что для их популяции сейчас серьезную угрозу представляет постоянное таяние льдов и к тому же браконьерство. Только коренным народам, которые проживают на побережье Северного Ледовитого океана, сейчас разрешена охота по специальной квоте на белых медведей, а также нерп, моржей, китов. Из их шкур жители шьют одежду и обувь. И вот такой интересный факт. Обувь, изготовленная из шкуры старого моржа или нерпа, выдерживает походы по сланцевым почвам, которые не выдерживают даже высокопрочная современная каучуковая подошва. В разделе «Население и культура» информация о демографической ситуации, о коренных народах, о миграции населения. Очень хорошо видна контрастность развития региона от почти первобытного хозяйства и кочевания до современных городов. Самая благоприятная демографическая ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе, в остальных же районах, к сожалению, население сокращается. Так, например, население нашей Воркуты с 1989 года сократилось чуть ли не вдвое. Это было почти 116 тысяч, сейчас 59 с небольшим. В разделе «Культурное, духовное и природное наследие» воедино сведены все части арктического наследия. Это и заповедник Соловки, самый крупный, и музеи, следы полярных экспедиций и становищ, полярные станции, заказники и памятники природы. Следующие разделы посвящены экономике региона, природным и техногенным рискам и актуальным проблемам, связанным с высокой степенью загрязнения территорий. И завершает атлас уникальные данные, демонстрирующие изучение и картографирование Арктики с помощью снимков с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, а также раздел «Арктика. Зона международного сотрудничества». Данные его отражают стратегические приоритеты России в Арктике и возможности сотрудничества с другими арктическими странами. Итак, если подвести итоги,
то сегодня Арктика – это важнейший для экономики России регион с колоссальными запасами нефти, газа, других полезных ископаемых, а также с гигантскими запасами пресной воды. Растительный и животный мир Заполярья удивительно неповторим. У коренных народов самобытная культура и традиции. Арктика быстро развивается, появляются современные промышленные объекты и города, создается транспортная инфраструктура. Регион имеет огромное геополитическое значение. Ведется борьба за территории. Это зона стратегических интересов разных стран. Национальный атлас Арктики собрал воедино все эти знания об особенностях региона. Как отмечают создатели, он может служить основой для прогнозирования и планирования деятельности в арктическом регионе. От себя хочу добавить, что это к тому же замечательный материал для научных работ и для преподавательской деятельности. Вот при таком малом тираже, всего 1000 экземпляров, как вы слышали, на всю страну, и, поверьте, очень высокой стоимости издания, не каждая библиотека может похвастаться таким изданием, а мы хвастаемся. И мы приглашаем вас воспользоваться возможностью работы с Национальным атласом Арктики в стенах нашей библиотеки. В связи с закрытием основного нашего здания на Советском мы вас приглашаем по адресу Катаева, 41, и будем вас видеть, очень рада вас там видеть. Сегодня атлас у нас еще здесь, на нашем Дне Арктики. Пожалуйста, можете подходить и его посмотреть. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Друзья, мы продолжаем. Сейчас нам запустят презентацию. Сегодня у нас очень насыщенная программа, и сейчас начинается площадка, которая называется «Арктика на пределе человеческих возможностей. Практические советы из опыта реабилитации». До того, как мы начнем, я хотела бы поблагодарить межрегиональную корпорацию безопасности «Лавина», которая сделала возможным приезд сегодняшних наших гостей, которых я представлю позже. И кто-то сегодня интересовался. Еще раз мы хотим показать нашу программу сегодняшнюю. Вот так она выглядит. Сейчас мы вот находимся на самой верхней площадке. Посмотрите, какой насыщенный день сегодня. Может быть, вы выберете что-то для сегодняшнего досуга еще. Наши гости, которых я сейчас представлю, они будут сейчас с нами. И вторая их площадка будет в 16:30, называется «На дороге Метелицы». Так что мы вас приглашаем и ждем. До того, как мы начнем, хочу еще одну информацию сказать. Накануне, совсем недавно, Национальная библиотека Республики Коми совместно с телерадиокомпанией Комигор провела розыгрыш книги «Метелица у полюсов Земли». Вот она так выглядит. И фирменного календаря Национальной библиотеки на 2020 год. Розыгрыш проводился в социальной сети ВКонтакте. И сегодня мы узнали имя победителя. Это Василий Каданев. Вот если он вдруг сейчас пришел, мы его приглашали на все наши мероприятия, то мы просим его выйти, и мы подарим наши подарки. Возможно, он на другой площадке появится. Видимо, нет. Вы не Василий? Видимо, нет Василия сегодня с нами. Может быть, будет позже. Вот, сейчас я представлю гостей. Сегодня мы встречаем представительниц легендарной полярной научно-исследовательской лыжной команды «Метелица». Я еще не сказала, что и женской. «Метелица» была создана в 1966 году. За более чем 50 лет своего существования группа совершила путешествие в Андерму, на Северную Землю, на землю Франца Иосифа, посетила Северные и Южные полюса и другие труднодоступные места Земли. Ими проведены серьезные научные эксперименты, а их результаты легли в основу методики, благодаря которой сейчас они ставят на ноги инвалидов. Сегодня они поделятся с нами своими наработками по реабилитации и абилитации инвалидов, оказанию помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, связанную с потерей здоровья. Приветствуем Светлану Самара. Это президент Международной общественной организации «Метелица». Светлана, присаживайтесь. И Ирину Кузнецову. Ирина Михайловна, дочь бессменного капитана команды Валентины Михайловны Кузнецовой. Вот. И сейчас... Да, сразу же, наверное, мы сейчас посмотрим маленький промо-ролик, чтобы вы погрузились в атмосферу экспедиции, да, в которых были девушки. Попытаемся вырезать еще раз. Не идет ролик? Ну, ладно, ролик не идет.
договоримся сразу же о регламенте. Вот, у нас очень интересные гости, чтобы с ними наобщаться, я думаю, не хватит и 10 дней, да, у нас всего лишь час. Поэтому, если у вас во время нашего диалога будут возникать какие-то вопросы, мы вот договорились с гостями, да, с Ириной и со Светланой, что можно будет прямо во время беседы их задавать, не на потом отложить, а сразу же. Все, тогда мы, пожалуй, начнем. Что я без микрофона говорю громче, чем с микрофоном. Раз у нас не пошла презентация, то, наверное, я в двух словах скажу о метелице. Она действительно была создана Валентиной Кузнецовой в 1966 году, и с 1966 года вся эта команда до сих пор действует, до сих пор в большинстве жива. Просто первый состав команды – это люди, которые родились в 1937 году, и несколько человек просто, вот, к сожалению, уже покинули нас. В том числе нет Валентины Михайловны самой в живых. Ирина Михайловна – это ее дочь. И, наверное, она дочь всей метелицы, потому что Ирина Михайловна, собственно, родилась и выросла в метелице. И сейчас ее сын тоже помогает продолжать. И у нас несколько таких семей, где 4 поколения вместе с нашей командой, где сейчас уже растут десятилетние правнуки в нашей команде. Команда большая. На сегодняшний день, опять же, в силу того, что история долгая, большая часть людей, которые находились в первых составах, они почетные члены. Тем не менее, большая часть из них продолжает работать на своих основных работах, потому что метелица, несмотря на 13 арктических, 3 антарктических экспедиции, что само по себе это очень много, правда, и это почетный полярник. Это девушки, они все почетные полярницы. Это серьезное такое профессиональное звание, которое просто так тоже не дается. Тем не менее, для них, для всех это хобби, потому что помимо этого, наверное, 70% команды – это врачи. Врачи очень серьезного уровня, эндокринологи, физиологи, доктора наук. Мне кажется, сейчас даже кандидатов наук-то одна я кандидат наук еще. Остальные все уже давно доктора, давно профессура, которые работают в серьезных крупных институтах. И это уже люди, которые готовятся выйти на пенсию, на заслуженную в 80 лет уже. Метелица продолжает свою работу, и постепенно накопив вот такой научный, медицинский, психологический опыт, потому что в том числе на работе метелицы была создана и отработана программа подготовки женщин-космонавтов. Потому что условия очень-очень похожие, как ни странно. Это изолированность, невозможность обратиться за помощью никому, вынужденная необходимость справляться своими силами в этих условиях. И нравится или не нравится, это условия, в которых коллектив просто должен работать, чтобы выжить. Вот все эти методики, которые написаны прекрасным нашим вице-президентом Ириной Баянной Соловьевой, которая, я просто в силу огромной любви и уважения к ней сделаю ремарку, она дублер Валентины Терешковой, летчик-космонавт, летчик-инженер, полковник военно-космических сил, 16-кратная рекордсменка мира по парашютному спорту, доктор психологических наук. Именно она написала вот все работы по психологии, на основании которых потом полетела Савицкая, и сейчас женщины у нас уже летают, вот просто вот летают и летают без конца. Вот. Сейчас вся эта научная база работает на то, чтобы помогать инвалидам. Прямо это наша отдельная сейчас доминирующая над всем программа реабилитация инвалидов, потому что в какой-то момент мы сами своими глазами увидели, насколько сложно людям после травм, людям, проведшим, наверное, вот я могу сказать как психолог, что после 3 месяцев начинаются очень сложные изменения в психике, когда человек замыкается, когда человек инвалидизируется уже очень сильно. Уже мышцы так не восстанавливаются после 3 месяцев лежания. Что говорить о людях, которые пролежали год-два без помощи, без психологической поддержки. Мы увидели, что когда человек травмируется, я здесь позволю себе такую, наверное, немножечко грубую фразу, но в таких ситуациях под нож ведь уходит вся семья.
Ведь вся семья инвалидизируется. Инвалидизируются родители, которые просто надрываются. Очень часто люди не получают помощь, потому что не понимают, куда пойти, не понимают, куда обратиться. Они бегают между участковыми специалистами и не видят выхода. Им говорят, ну а что вы хотите, привыкайте жить так. И вот у метелицы всегда были потрясающие штурманы, потому что, ну вы понимаете, 5-6 женщин ушли в Арктику. Вы северяне, вы понимаете масштаб, да, бедствия. Тут вот за Сыктывкар мы выехали в сторону Иба вчера, и то простор, голова кружится. А тут Арктика. Это всегда очень хорошо отстроенная логистика. И вот именно это медико-психологическая база и великолепная, вообще уникальная работа штурманов метелицы, вот нам сейчас, тем, кто работает, позволила выстраивать очень сложные пути решения проблем людей. Мы не просто занимаемся инвалидами, мы занимаемся теми, от кого отказались все. И вот мы научились выстраивать всю логистику через бюрократию так, чтобы это срабатывало. На данный момент есть вот несколько ярких и много не очень ярких примеров, когда мы забираем, например, из Перми людей, у которых точно совершенно стоит диагноз вегетативное состояние, а через полгода люди начинают говорить, начинают ходить. Это не потому, что мы такие умельцы, это потому, что мы знаем всех умельцев и знаем, кого на каком этапе для чего подключить. Ну вот, наверное, это вот такой экскурс в то, что такое метелица. И да, да. Колышется дождь густой пеленой, стучатся дождинки в окошко твое. Сегодня мечта прошла стороной, а завтра ты встретишь ее. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Тропинка в лесу запахла весной, земля разомлела от солнечных дней. Сегодня любовь прошла стороной, а завтра ты встретишься с ней. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Как в поле роса, как в небе звезда, как в море бескрайнем веселый прибой. Пусть будут с тобой навсегда большая мечта и большая любовь. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Вся жизнь впереди. Надейся и жди. Надейся и жди. Ну, вот это те самые
самые невыносимые условия, да, экстремальные, жесткие, про которые Светлана начала рассказывать, мы сейчас их увидели, и которые позволили создать вот эти методики. Да, ну вот, к сожалению, это не совсем тот ролик, потому что это, как видите, судя по флагам, еще Советский Союз, то есть это до развала Советского Союза. Эта экспедиция была с американками, и самолет, вот, который там пролетал, привозивший борщ девушкам, там один из пограничных генералов хотел посмотреть, как же там американки справляются, бедные. Наши-то бабы, понятно, а американки там живые или нет. И чтобы их порадовать, термос с борщом. И наши девушки очень так вот, там же все очень просчитано, там же все очень вот по порядку. Из-за него пришлось сделать остановку, из-за него пришлось есть этот борщ, улыбаться. И они говорят, ну, скорее бы уже улетел. Вот. Но на самом деле это еще такое старое оборудование, на котором ходили, старое снаряжение. Конечно, это было очень сложно, очень тяжело. Ну, вот примерно вы представляете о том, что такое метелица. 42 научные работы были написаны на том биоматериале, который девушки привезли из Антарктиды. Биоматериал из Антарктиды – это отдельная история, потому что это забор крови из вены при температуре минус 55 до и после ходового дня, то есть до нагрузки и после нагрузки, когда кровь из вены надо тянуть насосом, когда она просто не идет и все. Вот. Этот биоматериал весь был забран, он был заморожен вот прямо в этом виде и доставлен в институт проблем чего? Да, совершенно верно. И до сих пор на основании этого биоматериала идет изучение возможности, в том числе и отдельно женского организма в экстремальных условиях, в условиях перегрузки. Ну, много чего-то сделано такого вот глобального. Были сверхмарафонские пробеги, когда девушки проходили 2600 километров по 100 километров в день с безумной перегрузкой. Были автопробеги, была даже такая удивительная участие в удивительной экспедиции, когда в Антарктиде добывалась вода времени рождения Спасителя. И это особенная совершенно история. Я вот расскажу только о ней, а потом передам слово Ирине Михайловне. По благословению патриарха Алексея были произведены нашими замечательными гляциологами из Института географии РАН и других институтов расчеты, на какой глубине залегает лед того периода, когда родился Иисус Христос. Наши ученые, они в состоянии посчитать все. Они взяли и посчитали. Наши полярники на станции «Восток» – это одна из самых глубоких станций в Антарктиде, одна из самых холодных и ветреных, и тяжелых, и которая совпадает с геомагнитным, не с географическим, а геомагнитным полюсом, он смещен. Это полюс холода Земли также. Это полюс холода Земли. Там была зафиксирована по-моему. самая низкая, минус 89 градусов. Да, то есть ниже даже не Аймекон. Вот. И именно там вот делается это бурение, достается этот лед, растаивается, запаивается и привозится в Москву. Там в Антарктиде было с ним очень много каких-то вот странных вещей происходило. В Москве с ним тоже происходило очень много странных и сложных вещей. Это вода, запаянная в специальные капсулы, на Прохоровском поле в годовщину Курской дуги вручалась Путину, патриарху Алексею и Лукашенко. И о хранении остальной воды встал вопрос, что делать. Поскольку на тот момент уже начался очень сложный процесс объединения Русской Православной Церкви и Зарубежной Православной Церкви, патриарх пригласил метелицу к себе, и состоялся такой разговор, после которого вода осталась на хранении у метелицы. Потому что канонизация этой воды как святыни, вот тут можно по-разному относиться, все относятся к религии, к вере, очень по-разному, но мы своими глазами видели вот чудеса, которые происходили от этой воды. И канонизация ее как святыни, и это на самом деле ведь маленький очень объем, это всего 3-литровая банка воды на самом деле. И как с ней поступать в масштабах и в рамках церкви, совершенно непонятно. И тогда патриарх дал такое вот благословение Валентине Михайловне хранить ее и отдать, как-то вот по сердцу. Отдать людям как-то вот по сердцу. И до сегодняшнего дня эта вода хранится в метелице. Вот в том числе мы привезли немножечко с собой. Вчера мы ездили в Иб,
Нас очень потрясло это место. Ну, вообще ваш город нас очень потряс, очень впечатлил. И люди, и природа, и сам город. И вот частичку воды мы передали там в Ибе, в монастырь, потому что в прошлом году они погорели очень серьезно. И так мы так поняли, что им не просто там живется, не просто выживается. Надеюсь, что это будет, ну, такая поддержка для них духовная. Вот. Но если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, мы рады будем на них ответить. Зачем это все было нужно? Вы сидели дома, не знаю, занимались какими-то научными исследованиями. Да, зачем вам необходимо было отправиться в это сложное путешествие? Что вы хотели этим доказать? Сидели бы дома, занимались бы научными работами, думаю, нашлось бы чем заняться. Возможно, близкие очень сильно переживали о том, что вы куда-то там идете. Вообще, вот что вы хотели доказать своим путем и какая основная мотивация была вам туда попасть? Ну, спасибо за вопрос. Я, наверное, возьму этот вопрос. Я включен. Ага. Хорошо. Ага. Я, ну, можно сказать, дочь команды и практически свидетель, ну, всего происходящего с ней с момента основания. И я думаю, что я могу взять на себя смелость, но ответить здесь за всех девушек команды, за всех наших участниц. Это вопрос, который практически всегда во всех собраниях встает, и как от мужчин, так и от женщин, и всегда. И ответов очень много. Во-первых, у каждой участницы есть свой собственный ответ. Во-вторых, на «сидели бы дома» есть ответ у каждого из нас, кто вот хочет как-то расширить горизонты своего познания и познания людей, поделиться своими открытиями, своими добытыми знаниями и видением жизни. Мы все живем за счет того, что мы обмениваемся всем, чем можем, и создаем знания, и за счет этого движется вперед Земля и общество человеческое, не только наука. А мы идем для того, чтобы, как путешественники, если, то как люди, мы идем для того, чтобы понять свои границы и возможности, испытать себя. Как научный отряд, научно-экспериментальный отряд Советской антарктической экспедиции в Антарктиде, а также экспериментальный отряд ряда научно-исследовательских институтов, московских и российских, и институтов медико-биологических проблем, который работал с экстремальными разными группами. И его основная задача создание методик для работы с космонавтами, подготовка космонавтов к функционированию коллективов надежному и, как сказать, в общем, не только надежному, а беспроблемному, как бы, в самых сложных условиях. Дальше институты, связанные с физиологией, институт иммунологии, вакцины сывороток, потому что иммунитет в полярных краях для людей, которые живут в условиях, где микробиологическая среда резко отличается от более теплых мест, и при перемещении людей туда-сюда, при нагрузках в экстремальных условиях резко меняется иммунитет. Так вот, что происходит с этим иммунитетом и на что можно рассчитывать участникам групп, которые работают в очень сложных условиях и физически, и психологически, эмоционально. Вот это все очень интересно. Ряд других институтов, вплоть до института стоматологии, потому что, как вы знаете, у людей, которые на севере живут и питаются, в общем, на снежной воде, ее
топят снег, чтобы как бы получать воду, они очень быстро лишаются зубов за счет вот этого дистиллята, и нет возможности восполнения солей, и крепость костей не та, и зубы, в общем, могут сломаться, вот как у нас у девушек в Антарктиде, у некоторых от надкусывания куска колбасы сырокопченой ломались передние зубы. Вот такая вот история. А мы были-то всего в Антарктиде на маршруте 64 ходовых дня. Вот. А на самом континенте вот, в 1988 году около 4 месяцев. Что происходит с полярниками, которые там годами живут и работают? Для этого нужно, конечно, заниматься этим и создавать специальные минеральные комплексы, не такие абстрактные, что вот там съел кальций, и у тебя там зубы будут расти, а такие минеральные комплексы, которые хорошо биологически совместимы с человеческим организмом, и они не проходят как сквозь сито и уходят, да, все-таки остаются и усваиваются в организме хорошо. Есть, допустим, кальций органический, который не химическим путем получается, а природный кальций, он совершенно иначе усваивается организмом, и разные формы этого кальция как бы тоже по-разному на всех влияют. Там есть масса нюансов всяких. Вот для того, чтобы создавать рекомендации для людей, которые длительным образом работают в таких экстремальных условиях, мы проводили свои научные эксперименты, замеры всего, чего только можно на маршруте, вплоть до, вот как Света сказала, сбора физиологических жидкостей всякого рода, в том числе забор крови из вены. И, в общем, достаточно глубокое и детальное изучение функционирования вот именно не только как бы женского, но и человеческого вообще организма, да, а вот на нас, как на научной экспериментальной группе, это все делалось. Значит, мы в этом смысле были подопытными кроликами, но это, как сказать, наше призвание в этом было отчасти, да, потому что, у нас медики в основном были в составе наших экспедиций. Вот, например, 5 человек только в антарктической экспедиции были медики разных специальностей. И, научная работа – это, как бы наше одно из основных направлений. Туристам в Антарктиду путь заказан. Нет возможности такой содержать, в общем, и страховать туристов на континенте. Очень опасно. И на себя ответственность никто за это не берет. И в 1955 году был подписан международный договор, который, антарктический, об Антарктике, который подчеркивал именно интернациональность этого континента и его использование для международных научных целей только. И никому из людей, которые, просто так хотели посетить и испытать себя, было невозможно туда попасть. Нужно было себя нам показать и доказать, что мы являемся серьезным научно-исследовательским отрядом. Поэтому пришлось 20 лет подготовительной работы провести в нашей родной Арктике, потому что Арктика – это натурный полигон для тех, кто желает дальше достичь полюса, желает чего-то в Антарктиде. Да. На самом деле, я прошу прощения, я перебью тебя, Ирина Михайловна, потому что ты ушла прям далеко-далеко уже. Вообще, на самом деле, ответ на вопрос, зачем вам это надо, нет этого ответа. Во-первых, у каждого свое надо, потому что каждый человек, у него свои цели. Никто из присутствующих в зале, любой, кто немножечко постарше, у кого есть внуки, наверное, не скажет, что я родился и жил, чтобы стать бабушкой. Ты к этому как-то пришел так постепенно. И все, что сделано в Метелице, все, что произошло и происходит сейчас, к этому мы тоже подошли постепенно. Потому что после войны, 50-е годы, еще была очень, в воздухе была разлита героизация людей,
образ людей, вернувшихся с войны, в том числе партизанские отряды. Люди на лыжах, это лыжный спорт тогда был, простите, теннис сейчас по популярности большой, рядом не стоит с тем, насколько были лыжи вообще везде. И первая пятерка метелиц – это мощнейшие лыжницы, чемпионки СССР. Но в связи с тем, что девочки родились до войны, они просто не могли соревноваться со следующим поколением послевоенным. Просто потому что они проголодали все детство. Они все детство проголодали. Вот Валентина Михайловна Кузнецова и наш штурман Антонина Егорова, они знакомы вот с такого возраста. Они все детство, всю молодость соревновались друг с другом. И когда я в шутку спросила Валентину Михайловну, кто побеждал, она мне так очень серьезно сказала: тот, кто вчера поужинал. Понимаете? И они вышли, и 30 лет. Еще очень много сил, много энтузиазма, еще хочется много чего сделать. У Валентины Михайловны муж, который, он действительно очень большой ученый, это человек, который работал в группе Кисунько и участвовал в разработке нашего щита ПВО. Это человек, который очень серьезным делом занят. И, соответственно, он дал ей возможность заниматься тем, что ей нравится. И поэтому вот у девчонок было много сил, много желания, лыжи. Сначала сверхмарафонские переходы, сначала Смоленск пробег 400 километров, потом Санкт-Петербург, уже 700 километров. Девчонки почувствовали свои возможности, свои силы. Они почувствовали, что они еще много чего-то могут. Тогда Финляндия, потому что тогда не было политических отношений с Финляндией, еще была горячая история послевоенная, когда девчонки уходили в Финляндию, отец Валентины Михайловны сказал: куда ты идешь? Мы воевали с финнами, они нас резали, как кур, они убивали женщин и детей, они перерезали детям глотки. Куда ты идешь? Вы оттуда не вернетесь. Но я ему сказала: вот я для этого и иду, чтобы так больше никогда не было. И так как встречали метелицу в Финляндии, вот есть у нас на канале фильм «Хроники метелицы», на лыжне метелица, там прям вот крестьяне выходили, знаете, вот у вас сейчас мотособаки, вот такие тракторишки, которые вот такие смешные, вот для себя люди в деревнях на них ездили. Люди ночью выезжали и ехали впереди метелицы, чтобы освещать дорогу, чтобы девочки могли ехать на лыжах. Финнов до такой степени потрясло, что пришли молодые, красивые девчонки, которые не хотят воевать, которые не хотят никого убивать, которые стоят на лыжах лучше, чем сами финны. Что Урho Kaleva Kekkonen, президент Финляндии, освободил свой график, чтобы встретиться с метелицей. Вот. Но это опять вот 2600 километров прошли, 113 километров в день, один из дней. До сих пор в книге рекордов Гиннесса. Что дальше? А сил-то полно, а прошло-то всего 4 года. Куда дальше бежать? По экватору бегать на лыжах? Девчонки задумались об Арктике, потому что уже наработан вот этот опыт серьезных тренировок. Вот мы сегодня были в музее Сметаниной, и нам сказали, что вот 50 километров в день – это все очень серьезно, да, и 113. Куда все это девать? А тогда, опять же, начала осваиваться Арктика. Девчонки сказали: так это же прекрасно, это же сколько всего можно сделать. А у нас Таня Кузнецова появилась, которая врач-физиолог. А у нас этот появился, который врач. А вот Ирина Баяновна появилась, Соловьева, которая сказала: Королев запретил летать женщинам. Я не буду цитировать Королева, потому что он сказал не очень цензурно. Это можно поискать в сети, что он сказал. Именно потому, что Терешкову готовили как и мужчин. Ее не готовили как женщину к полету. И с определенными вещами психологически не справилась ни она, ни ее коллеги. Потому что ее готовили как мужчину. И у Ирины Баяновны Соловьевой, которая была вот номер 2, она не стала номером 1, потому что Валентина Терешкова, она из такой крестьянской семьи, а Ирина Баяновна, она из семьи интеллигенции. Это тоже имело значение. У нас все-таки было рабоче-крестьянское государство, и вот крестьянское происхождение, оно вот дало приоритет Терешковой. Хрущев лично принял решение. Да. Это вот было. Но биографии. Там вся пятерка девчонок, которые готовились, первая женщина в космосе, они все потрясающие, они все совершенно уникальные, они все совершенно феноменальные женщины. И Ирина Баяновна задумалась о том, что такой кусок жизни потрачен на космонавтику. А что дальше-то? Дальше-то все. И тогда она пришла в метелицу и сказала: давайте. Кузнецов сказал: конечно.
И все, и все пошли в Арктику. И 10 лет ходили по Арктике, несколько экспедиций серьезнейших, конечно. Экологи у нас выросли очень хорошие. Сейчас, наверное, вот экологическая команда, которая работает, Марины Хатулевой, сильнейшая. Психологи сильнейшие выросли, эндокринологи прекраснейшие. Поэтому вот ответа на вопрос, зачем его как такового, наверное, нет. Вот это зачем, оно все время появлялось. То есть задача приложить свои силы вот максимально эффективно, как сейчас модно говорить. По большому счету это просто очень сильные личности. Вот вся метелица, вся эта плеяда, это очень сильные личности, которые нашли вот такой вот своеобразный выход, своеобразное приложение. Я задам еще... да? Давайте. Можешь выйти сюда? Да? Может быть, сюда вот поставить в серединке? Да, есть много физиологических аспектов, Все которые... услышали вопрос? Я очень коротко скажу для камеры, потому что мы пишем. Есть ли различия в условиях Арктики и на высокогорье? Правильно? Но смотрите, во-первых, именно Арктика – это еще и высокая влажность, это океан. Даже континентальная Антарктида отличается немножечко от Арктики в этом смысле. Давление – это все-таки плоскость. Высокогорье – это большое кислородное голодание, очень большое. Плюс высокогорье, как правило, у нас не связано с тем, что круглосуточно солнце. Что такое полярный день, вы все знаете, днем и ночью. Невозможно. Вот метелице приходилось очень серьезную вещь делать перед экспедициями, переламывать полностью циркадные ритмы, потому что в Арктике нужно было, и в Антарктиде тоже, строить жизнь так, чтобы идти ночью. Потому что солнце светит, но хотя бы не так ярко, хоть как-то можно идти. Теплее спать. Ну, опять же, днем, да, спать теплее и так далее. Нет, сильно отличаются. Но тем не менее, все тренировочные такие серьезные вещи отрабатывались, в том числе и на Кавказе, и на Алтае. Конечно же, и снег, и перегрузки, и все. Но вот очень большая разница именно влажности, температура и кислородное голодание. Они очень сильно влияют, очень сильно. Перед Антарктидой я хотела сказать очень коротко. У нас были высокогорные сборы для акклиматизации, адаптации к условиям низкого содержания кислорода и кислородного голодания, потому что купол Антарктиды, на котором находится станция «Восток», пункт нашего назначения, она находится на высоте где-то 3500 метров над уровнем моря, что в условиях крайней отдаленности от всякого рода растительности, производящей кислород, по содержанию кислорода является аналогом где-то 5500 метров над уровнем моря. И просто бывали случаи, когда люди, прилетевшие с побережья с уровня 0 метров над уровнем моря на купол станцию «Восток», получали, в общем, серьезные, считайте, кессонную болезнь, вплоть до летального исхода. Пришлось устанавливать барокамеру, и на Востоке барокамера постоянно функционировала, врачи ее всегда имели, готовую для того, чтобы в случае, если кто-то неожиданно попадает самолетом резко, без акклиматизации, на такой уровень высоты и не может справиться с этими экстремальными условиями, плюс еще кислородным голоданием такого плана, чтобы человек мог сколько-то часов продержаться и выжить до момента прилета самолета и спуска на континент. Наверное, здесь высокогорье ближе действительно с Антарктидой по всему. Арктика нет, Арктика это немножко другие условия.
Я сейчас свой задам вопрос, и там еще есть, да, желающие. Вот команда девушек, да, мне кажется, у мужчин более ровнее характер, мы все разные, вот все вот такие, да. И в экстремальных условиях, а, я знаю, что вы сами, да, только что говорили, что проводились исследования, в том числе в области психологии. Вот были ли какие-то там открытия такие, которые сейчас помогают реабилитировать инвалидов? То есть что-то было там такое вот открыто да, в коллективе? Ну, совершенно точно, что и женщины, и мужчины все очень разные. Помимо того, что женщины отличаются от мужчин, женщины еще сами по себе. Каждая очень сильно отличается от другой. Так же, как и мужчины, бывают разные. Да? Но вот каких-то глобальных открытий с точки зрения мужской и женской психологии нет. Мы, наверное, не можем прям этим похвастаться. Но вот то, что и тогда нас было открыто, было именно вот систематизировано. Ну, работоспособность именно вот Ну, мы научились строить вот индивидуальные программы, понимаете? Мы научились потрясающим вещам в коллективе, да, вот есть такое понятие «зачет по последнему». Ориентироваться на слабого, а не на сильного. Мы поняли, что женщины в разные периоды в своей жизни чувствуют себя по-разному. Меняется гормональный статус, меняется все. Мы поняли, вот в мужских коллективах очень часто я входила с мужчинами, и вот ты повар, а ты этот, а ты этот, а ты этот. И ты вот там 3 месяца сидишь там повар. Женщины в разные периоды, разные задачи и так далее. Сегодня вот даже построение психологических и дневников, и ходовых дневников было построено так, что девочки по очереди делали это. То есть сегодня ты пишешь отчет за день, завтра ты, послезавтра ты. И тогда получалась с точки зрения коллектива более целостная картина. Мало того, что все вели индивидуальные дневники, еще велся вот такой общий командный дневник. Но вот какие-то такие вещи, их достаточно много. Они, с одной стороны, не какие-то глобальные, но с другой стороны, именно на этих вещах вот мы продолжаем работать. Самое главное, вот то, что сделала Валентина Михайловна, каждая из девушек в Метельце, вот даже Ирина Михайловна, ныне живущая, она на самом деле входит во все такие учебные издания, в том числе в Соединенных Штатах, как самый экстремальный в мире за всю историю фотограф. И это точно, потому что все, что сейчас снимается на цифру, совершенно несопоставимо с тем, что снималось на пленку. По нагрузке, по уровню мастерства. Это еще, вот представляете, Антарктида, да, вот они там вот в купальничках, а это минус 55. А Ирина Михайловна это снимает. И это надо снимать в режиме вот сейчас. Вот прямо сейчас. Потому что выйти второй раз на 55 и просто так целый день на станции «Восток» гонять баню. Это очень дорогие кадры. Поэтому это надо все вот прям нон-стоп делать. И это, конечно, очень серьезно. Но вот Валентина Кузнецова, она была замечательна тем, что она вот таких звезд смогла собрать в созвездии, научить их работать вместе. Но, наверное, здесь еще умение выбрать капитана, выбрать ведущего, вот того, кто идет впереди, того, кто может оглядываться. В капитане важно не вообще в руководителе, важно не умение собрать людей, важно не умение поставить задачи, мотивировать. Это все, этому всему можно научиться. Вот здесь вот важно интуитивное умение оглядываться назад, видеть, что там с последним, видеть, что там с самым слабым, чувствовать это спиной. Вот у Кузнецовой вот это было потрясающе, и они это смогли отработать во всем. Да. Видеть всех и каждого, и психологическую совместимость в группе, и, грубо говоря, ярко выражаясь, сделать счастливым каждого человека и весь коллектив. Вот это вот задача руководителя, самое главное. И столько лет, уже далеко не первое поколение, есть даже и правнуки у некоторых, потому что готовы были идти снова, еще, независимо от того, какие сложные условия, просто потому что с вами девчонки.
знаете, вот такая интересная вещь. На тяжелых маршрутах Валентина Михайловна могла вот после какой-то перегрузки, после какой-то стрессовой ситуации покопаться в своем рюкзаке и достать карточку шоколада. Представляете, просто шоколад. И это так интересно, это так заставляет людей почувствовать нужными, почувствовать, что человек о тебе позаботился, он тащил это в себе. И ты совсем по-другому себя начинаешь чувствовать. Это психологически тебя разгружает, это снимает с тебя очень много такой вот стрессовой тяжести. Ну, конечно, не планово. Это не та шоколадка, которую посчитали. Вот Это 70 килограмм веса у каждого, а это еще плюс. Там не пили не только шоколадки. Вот у нас девушка, Чужуска, это была очень такая испытанный такой волк туристский, штурман, которая прошла бог знает сколько латышских литовских экспедиций, и вот она идет с нами. Она такую свою профессиональную строгость, такую у нас ходит перед экспедицией, чтобы не была лишнего веса, нет, ни в коем случае. И она не будет в одежде, она там на скипере 10 раз на рамку, на лишнюю пару не возьмет. Вот она ей не повезло, она встала на слишком, такой мокрый кусок, который не удержался. А у нее нет сменной одежды. И тут Валентина Михайловна достает из своего рюкзака, достает полный комплект неучтенной одежды. А вдруг с кем-то что-то произойдет? Вот у меня будет лишнее. У меня будет что-то, чтобы решить по возможности все проблемы, которые вот я могу предусмотреть. Вы знаете, вот у нас сейчас на базе в Москве 4 тяжелых инвалидов. Из Перми 5. Из Перми девочка очень тяжелая, которая 5 лет пролежала в вегетативном состоянии. 2 девочки из Тверской области в очень тяжелом состоянии. Мальчишка из Краснодарского края, из Подмосковья девушка. Все еще. И вот вы знаете, мы сейчас зашли в сувенирный магазин, мы вчера зашли в гастроном. Вот спасибо потрясающим организаторам, спасибо сотрудникам Национальной библиотеки Лимонтова, приготовили сувениры. То есть приеду в Москву, приеду на базу. Сегодня я приеду прямо на работу, я стану ждать. Я знаю, что вечером меня не будут ждать, я буду только в 12 ночи там, они все будут меня ждать обязательно. И вот мы будем обязательно есть оленину, мы будем это, потому что им важно, что о них позаботились. Что я не просто летала в командировку, а я думала о них. Я заботилась о них. Я покупала это для них. И мне очень нравится это. И мы очень поддерживаем эту историю. Я очень признательна Метелице за вот этот опыт, потому что я вижу, что уходя от нас, девочки учатся заботиться. Учатся привозить с собой шоколадку. Вот эта шоколадка, она очень важная. Отдать кому-то еще. Очень тяжелая девочка у нас, которая, по стечению обстоятельств оказалась у нас из очень трудной семьи, сама с тяжелейшими травмами. Но она заботится о сестре, которая живет в интернате. Она там с пенсии откладывает денежку, какие тетради, еще что-то. То есть очень важно, самое, наверное, важное, научиться заботиться друг о друге. На самом деле, это, наверное, и самое трудное.
на элементарных лыжах стоять не умеют. Образовательные программы построены так, что они выросшие в квартирах идеологически становятся неадекватными. Когда мы были молоды, Здесь вот они как бы когда мы были молоды, и чушь прекрасную несли, возрастание фонтаны били голубые, и розы красные росли. Когда мы были молоды, и чушь прекрасную несли. Когда вы говорите Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться, перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть брать свое и украдкой гордой гривой блестеть, гордой славиться повадкой, но и это начинать, вырываясь тем с этим, вечно повод подавать раздувалом жарких сплетен. Когда мы были еще один молодые, когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли, как рекомендации. фонтаны били голубые, и розы красные росли. Когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Когда сегодня начинают Как показывать прекрасно жить, да жить, не боясь машин и встреч, да всем на свете дорожить, кроме жизни скоротечной. Общество. Хорошо ходить конем, власть держать по полным залам, не дрожать Ну, над вы знаете, на самом деле, конечно, отметить все не получится. Очень многие вещи, что касаемо питания, то, что касаемо психосоматики, это вот сейчас тема моей работы. То, что касаемо питания, у нас сейчас учится и началось сотрудничество с Институтом дружбы народов, с РУДН. Мы это будем тоже делать не только касаемо сельских, да, вы отметили сельские территории. Здесь мы тоже много чего делаем. Просто невозможно все. А то, чтобы говорить о современном обществе, ну, дорогие мои, мы пожинаем плоды собственных приоритетов, собственных устремлений. Ведь ребенок, ударивший учителя, он чей-то сын. Он же не с неба упал. Это история про то, это уже история, наверное, не столько про метелицу, это история про то, что, вот вы знаете, я приведу совершенно отступленный пример. Мы идем с мужем из магазина вечером, очень поздно, круглосуточный магазин. И впереди идет стайка подростков 14 лет. И они так очень неприлично себя ведут, так очень-очень нецензурно. И муж вот так вот на меня посмотрел и говорит, вот я сейчас сделаю замечание. И я, в принципе, с ними справлюсь. Но ты знаешь, говорит, у меня мелькнула мысль, а вот если лучше. И мы пройдем мимо. А они будут считать, что это норма. Я вспомнила, что в моем детстве никто из взрослых не прошел бы мимо. Не просто за такое поведение, а просто за там случайно вырвавшееся. Я себе просто представляю тяжесть леща на моем ухе. Понимаете, мы стали проходить мимо. У нас это приоритет общества, которое в какой-то момент перевернулось в сторону материальных благ. Теперь наелось их, поняла, что приоритет всегда в детях, всегда в будущем. Но пока еще просто не может перевернуться. Я думаю, что это будет постепенно меняться. Я думаю, что никакие родители, вот глобально родители, не как каждый отдельно,
родители вообще не смогут смотреть спокойно, как морально погибает целое поколение. А потом, на самом деле, молодежь, она хорошая. У нас классные волонтеры. У нас потрясающие волонтеры в Метелице. От 14 до 24. Совершенно сумасшедшие ребята. Они у нас по 5, по 6, по 10 лет. Они у нас учатся. И сейчас вся команда, которая работает, это вот мы ее собрали, мы ее вырастили, мы ее сами выучили и продолжаем учить. Это дети, которые выросли с нами вот с горшка. Я думаю, что постепенно все это будет меняться. Но это вот просто психология общества такова, что приоритет не должен смещаться с детей никогда и никуда. Пожитки незачем тащить, ведь не уехать дальше смерти. Стремитесь жизнь перекроить, печалиться не надо вовсе, когда вам нечем карту крыть. Вы бросить жизнь на кон не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не победить. Они живут больше в духовном мире, чем в материальном, внутренне. Не столько счастливы тем, что можно получить. Можно получать безгранично и не быть счастливым. Можно иметь безграничный автопарк, понимаете, но вот того самого правильного Бентли, который именно вот я сегодня хочу, у меня нету, и я несчастлив поэтому. А вот это беда и трагедия, в принципе, потребительского общества. Нет предела совершенству в плане потребления, но не в этом счастье. А счастье в том, чтобы создавать и созидать жизнь, и чтобы отдавать. Вот как совершенно замечательно, не знаю, вот ваш вопрос, мужчина, и не знаю, как вы не представились. Я просто хотела вам сказать, вот вы что можете, свое, знаете, знание профессиональное, свою духовную целостность, свою озабоченность, вот вы решили вот этому труду, о котором вы сейчас сказали, посвятить. И это очень интересно для очень многих людей. И дай Бог, чтобы вот это вот вы смогли как-то донести до людей, опубликовать, издать, и вот поделиться как-то на встречах с людьми, и, может быть, вот, чтобы ваша работа как-то вышла вот в Национальную библиотеку. Это было бы очень здорово. А созидательные люди должны путь иметь. Угу. Ну, это надо будет как-то... Это вопрос редактуры. Это нужно будет или как-то редактировать, или... У нас есть еще вопросы? Микрофон, чтобы слышно было в эфире. У нас там 77 уже просмотров, я смотрю, было полчаса назад. Расскажите вот сейчас, да, вы как международная общественная организация, можно рассказать какую-нибудь счастливую историю и вот привести пример, чем же вы занимаетесь? Ну, вот какую-нибудь реабилитацию. Ну, вы знаете, к большому сожалению, не все истории мы можем рассказывать, просто у нас есть закон о информационной безопасности, сохранении персональных данных, и мы в этом смысле ограничены. Я вам расскажу совершенно потрясающую историю про девушку, которая по стечению обстоятельств, не по своей вине, упала с 8-го этажа. Так получилось, что ей пришлось бороться вот одной. К нам обратилась совершенно незнакомая женщина, написала там в мессенджерный Facebook, что вот спасите, помогите, такая хорошая девочка, 18 лет, ей в течение 10 дней нужно определиться с тем, где она будет делать ампутацию. А ее напугали, что ампутировать ноги должен очень хороший врач, иначе потом бесконечное осложнение. И мы так вот с коллегами как-то нас покоробило. 18 лет, ампутация, вот надо быстро, 10 дней, что это какая-то ерунда какая-то. И поскольку это было в 200 километрах от Москвы, нам было не лень, мы сели в машину и поехали. Мы приехали, увидели маленького худенького цыпленка, который весит чуть больше 40 килограмм, на инвалидной коляске. Действительно, с синюшными совершенно ногами. Действительно, выглядели они так, что лучше ампутировать.
Мы ее погрузили в машину, поехали в Москву, и уже по дороге, изначально-то мы ее как раз и хотели отвезти на консультацию в ЦИТО. Но по дороге мы поняли, ну, уже имея опыт, как выглядит вот синюшность, что это вот не та синюшность, что вот пальчики двигаются, что вот это вот так вот. Мы приняли решение поехать вообще совершенно в другое место, к одному из наших коллег, который тут же нам сказал: деньги есть? Он сказал: есть. Он сказал: быстро на КТ. Я говорю: КТ чего? Она сказала: КТ всего. Девочка у тебя с 8 этажа упала. КТ всего. Мы поехали на КТ всего. Сделали КТ всего, и нам сказали, что ноги можно сохранить. Нам дали 3 месяца. А клиника, в которую мы обратились, там есть уникальная методика озонотерапии, когда вот гангрены, гнойные поражения, а у нее помимо всего был жуткий свищ. Причем свищ, который был больше 25 сантиметров, и со средины берцовой кости выходил под щиколотку. То есть туда никак не добраться, его никак не почистить, не промыть. То есть только сложная операция, она сложна тем, что таких хирургов мы на всю страну нашли 8. У 4 из них на данный момент либо научная работа, либо что-то еще, либо очень мы не поняли, мы не поняли вообще, что предлагают. То есть мы не увидели схему лечения. Это очень важно всегда, вот дорожная карта. И было сложно, было очень непонятно, но вот наша коллега дала нам, благодаря сложно выполняемой такой процедуре озонотерапии, когда и уколы под кожу колятся, и там продувается все озоном, она нам дала 3 месяца, чтобы найти врача, который вот будет на это способен. Поскольку у нас все пишется эфир, я прям вот просто скажу, по сей день мы благодарны, это Багавдин Гаджиевич Ахмедов, потрясающий хирург из НИИ Вишневского. Он взялся, он сказал: ты будешь ходить. Он такой суровый, высокий, красивый, седовласый, жесткий. Он сказал: ты будешь ходить. И мы поверили ему. Сейчас она ходит. Мы ждем последнюю операцию, потому что очень сильно деформированы кости таза. Но это уже операция, которая просто сделает ее жизнь легче. Она принципиально ничего не изменит в ее жизни. Она просто сделает ее жизнь легче, удобнее, менее болезненной. Сейчас она ходит полноценно, катается на велосипеде, плавает в бассейне, спорит, ругается с нами, учится в институте психоанализа и встречается с молодым человеком. За время существования этого центра сколько человек прошло реабилитацию, есть ли такая статистика? И те, которые уже окончили свой курс реабилитации, есть ли у них с вами связь? Поддерживаете ли вы ее? Мы поддерживаем связь практически со всеми, за редким исключением, за очень редким исключением. Есть 2 ситуации, когда мы не поддерживаем связь. Это какая-то, нечистоплотность по отношению к нам или благотворителям, но у нас за всю историю один единственный, слава Богу, и Бог с ним. И есть определенные ситуации, когда мы просто должны оттолкнуть от себя подопечных. И вот мы здесь вот так отодвигаемся, потому что люди должны научиться жить самостоятельно. Мы не можем сразу жить. У нас есть потрясные совершенно подопечные, которые год пробыв на попечении с очень тяжелым поражением головного мозга у ребенка, мама за год получает все необходимое лечение, все понимание того, как жить дальше, где лечиться, как делать это, как делать вот это. Через год она нам присылает фотографии из новой квартиры. Мама у меня была заряжена настолько, она от нас уехала с таким мешком документов, что она пошла, разнесла администрацию своего города, выбила себе квартиру на 1 этаже, чтобы не таскать парня с 4-го, и прислала нам фотографии с новоселья. Просто наша задача мы поддерживаем отношения, но есть ситуация, когда это просто не нужно. Это дает какую-то ненужную слабость. Но это тоже редкая ситуация. Только вот испытания реальные действительно укрепляют людей. Вот как вы рассказали о своей жене, а вот Раиса Сметанина, это удивительный человек, это многократная чемпионка мира и Олимпийских игр. Почему? В 4 года она в стойбище родилась, выросла и встала на лыжи, которые папа сделал сам. Она стала ходить сразу на лыжах. И она очень выносливая, она очень суровый человек, который привык себя не жалеть, не щадить, а просто работать. И
когда-то нужно принимать вот эти вот трудности и сталкиваться с жизнью самим. Если мы будем все время рядом и будем опекать тех, кто уже в этом, в общем-то, не так нуждается, потому что сам способен, это будет брать у них силы, и у нас не будет сил достаточно для того, чтобы помогать новым людям. Ну, но в целом, конечно же, связь мы поддерживаем, безусловно, поддерживаем Наверное, связь. поздравляют вас с праздниками, наверное, приезжают Ну, иногда конечно, в и мы гости. поздравляем их с Я днем вот как рождения, и это, да. когда проездом, Уходили. обычно это так. Здрасте, а вы на месте? На месте. Ой, а мы под дверью. Коллеги, мы уже фактически завершаем. Давайте последний, самый какой-нибудь хороший вопрос. Да? Давайте, сейчас я к вам подбегу. девушку мы обидели? Вы представьте, что мы знали девушку. Честно говоря, пенсионер, работал инженером. Тело, в общем-то, у меня изрядно попереломано. Я сейчас, скажем так, в пенсионерской старости побаливаю. Кино и И театр. приехал специально, когда уж прочитал пойдешь. вот это объявление сегодня о Дне Арктики. Мне было интересно посмотреть на аудиторию, которая сегодня сюда придет на это внимание. И второй момент, та информация, которая сегодня в коллективном сознании будируется для осмысления и ассоциативного применения вот этой информации в своей личной жизни. Родители. В части, скажем так, Ну, а сейчас здорового мышления и поведения в том куске жизни, который нам остался. Мы почему-то все время забываем, что молодой организм ставит себе цели и методы достижения этих целей. Пожилой организм уже подводит итоги и, скажем так, особо ничего не планирует. Это психосоматика элементарная. Подождите, возражать. Меня, в общем-то, скажем так, напрягла песня, которая звучала в видеоролике. Самое интересное, в психосоматике того времени рядом с этой песней звучала другая. «Не надо ждать, иди судьбе своей навстречу». Так вот она ментально была более подходящая тому ролику, который есть. А пассивная «надейся и жди» – это женская песня, грядошная. Вы знаете, это не мы озвучивали этот ролик, и для нас самих вот это сюрприз. И Это технически просто не тот ролик, который мы готовили к этой передаче. Это хроника, вот то, что вы видели изначально. Это просто обычная хроника, которая выложена нами на YouTube, и кто-то ее озвучил. Собственно, все. Но по поводу психосоматики давайте мы, наверное, не будем разводить диалог, потому что это сложная вещь. Детский, подростковый организм отличается от взрослого очень сильно и очень серьезно. Очень сильно. Ну, допустим, отсутствием префронтальной коры лобных долей головного мозга. Дальше мы не будем уходить, наверное, это не очень правильно. Мы сейчас, давайте, мы ограничены немножко по времени, нам нужно площадку освободить. Продолжим мы наш разговор в 16:30, так что приходите. И последний, завершающий вопрос, я знаю, что его обязательно надо задать. Можно я даже два вопроса, потому что меня прет. Первый вопрос. Как попасть в команду? Я понимаю, что всем простым смертным туда путь заказан, только с научной степенью, наверное, вы принимаете. Да, большинство простыми смертными приходит и потом зарабатывает научные степени. Да. Вот у Ирины Михайловны нет степени. Хорошо. И второй вопрос. Ближайшее ваше путешествие? Трансарктическое, неарктическое? Вы знаете, сейчас у нас идет комплексная подготовка экспедиции. Правда, мы вот с территории приложения пока не определяемся, просто нет необходимости. Это ближе к весне 2021 года. Это, наверное, либо Арктика, либо серьезное какое-то Заполярье для как раз отработки программы инклюзивных коллективов, срабатывания смешанных коллективов. У нас готовится команда, которая состоит 50-50 из инвалидов и здоровых. И мы хотим вернуться из экспедиции вот с четкой методикой, как может и должен работать инклюзивный коллектив, не ломая, вот, ну, грубо говоря, производственный процесс. Мы столкнулись с тем, что крупные компании, я не буду называть ни одну компанию, но
Это компании большие, огромные, услугами которых мы все пользуемся. Встречаясь с ними, мы от них от всех слышали одно и то же. Мы берем инвалида на работу, и потом мы не знаем, что с ним делать. Мы не против, но у нас весь коллектив обслуживает одного инвалида. Мы вынуждены сломать под требования офис, переломать весь офис. Мы вынуждены А он приходит, 4 часа в день отсидит и уходит. Штатное место занято. Кто-то должен нагрузку выполнять. Все, что не доработает инвалид, а штатное место занято, ложится на всех остальных безвозмездно, то есть даром. А вот, например, у меня, как у психолога, есть подопечные, которые начинали с того, что «а я не уволюсь, а ну и пускай сидят, а мне положено». С одной стороны, формально он прав, но с другой стороны, вы же представляете, как коллектив этому потрясающе рад. И вот сейчас много говорится об инклюзии, о том, что вот инвалид. Научить здорового человека взаимодействовать с инвалидом. Это тоже задача. Вот этот процесс, он взаимоадаптационный. Вот именно на это мы хотим сейчас направить. Ну, мы рассматриваем несколько мест. Это Архангельская область, там, Мизень, Карпогоры, ну или Новая Земля. Вот мы и туда, и туда. Новая Земля просто там дорого для нас, и нас там ждут. Но это трудно чисто. Понимаете, мы еще вот сейчас мы просто обязаны сейчас оценивать любую экспедицию по себестоимости. Это очень большие деньги, это очень сложная нагрузка на погранслужбы и так далее. Это очень большая ответственность. И выбирая между двумя точками, ну, вот, к сожалению, минус романтика, минус красивая картинка. Мы скорее выберем то, где можно отработать меньшими деньгами. Ну, на наш взгляд, метельцы себе мы доказали все. Больше нечего доказывать. И тратить лишние средства, которые могут пойти в работу на какие-то ненужные понты, ну, наверное, уже и неинтересно. То есть метелица продолжает заниматься научной работой, продолжает приносить пользу обществу и государству в целом. Мы прям благодарны, что вы сегодня нашли возможность приехать к нам, нашли возможность выступить перед нашими гостями. Вот. Мы всех ждем на следующих наших площадках, а сейчас поблагодарим метелицу. Спасибо вам большое. Ирина, Светлана. В 16:30 будет вторая часть марлезонского балета нашего сегодняшнего. Она будет называться «Дороги метелицы». Там уже не столько об инклюзиве, да, сколько именно история самой метелицы, самого отряда легендарного, женского, научно-исследовательского. Да? Все, спасибо.